Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И у нас сегодня в гостях инструктор-проводник, один из основоположников спортивного туризма Якутии, Вячеслав Местников. Слава, приветствую! Приветствую. Да. Спасибо, что согласился принять участие в нашей передаче. И я смотрю, ты пришел с таким недурным таким багажом, рыбка имеется. Что будешь готовить? Сегодня мы будем готовить рыбу на пару, так называемый хариус по-момски. Джарга. Джарга по-якутски. И на гарнир будем делать овощи в соусе карри. В соусе карри. Так, да. Откуда рецепт, откуда вот такое все это? Ну, как готовить рыбку, меня научил мой очень хороший знакомый, коневод из Момского района, села Сосыр. А карри, потому что, ну, я люблю индийскую кухню, люблю все такое, ну, пряное, да. Откуда ты в Индии бывал? Нет, не бывал, просто у меня, видимо, может, раньше был индусом. Подсадили в прошлой жизни. В прошлой жизни. Да, ну, ты как путешественник и все прочее, наверняка ты где-то вот это все равно. Да, ну, как бы мы же ходим в походы, которые многодневные, и не всегда получается как бы унести там с собой. Ну, вот, у нас просто есть базовый набор продуктов. Необходимое. Да, да. Хочется все равно вкусно поесть. То есть мы где-то берем побольше всяких там, ну, сухих трав, специй. В частности, я вот очень люблю как бы карри. Он такой ароматный, всегда придает блюдам такой необычный вкус такой. Да. Вот. Поэтому, ну, вот, Индия это карри всегда. Да. Хорошо. Сколько времени потребуется? Ну, с чего мы начинаем? Ну, давайте мы, наверное, начнем с готовки гарнира. То есть это у нас будет стоять лук, перец болгарский, морковка, картошка. Вот. Гарнира. Да, ну, гарнир. Хорошо, начинай. И сразу же первый вопрос. Я знаю, ты в совершенстве владеешь английским, фияшник, выпускник. Почему именно туризм? Что произошло? Ну, вообще, у меня дед был лесником. И мы часто с ним вот ходили. Лесничим, да. Мы с ним часто ходили, вот в Салданском районе. Ну, как бы меня всегда он учил там уважать лес, там показывал, вот эти деревья так растут, это вот такое дерево. Ну и как-то у меня просто вот любовь именно к лесу. Потом охота, рыбалка, соответственно, все это, да. Вот так поставим. Вот. А потом уже я еще как бы учился в Англии. Вот, некоторое как время. туда попал? Ну, это в 95-м году была специальная программа. Обмена студентами, да? Да, ну, это у нас вот первый президент Михаил Ефимович Николаев. Вот, была-то его как бы программа, когда вот в будущем для Якутии иметь хороших таких англоговорящих, тем более был развал Советского Союза. Начало 90-х, развал. Да, и английский становится третьим государственным языком. Да, как бы Россия тогда уже новое открывалась миру, вот, пошли такие инвестиции и так далее, так далее. Сейчас мы масло зальем, чтобы оно... Масло тут жалеть не надо, потому что мы должны овощи все пожарить. Это для жарки, да? Да, для жарки сейчас. Вот. И во время учебы Англии был такой проект внутри колледжа, Duke of Edinburgh Award называется, да? Ну, он специально вот для молодых людей, которые хотели в жизни быть успешными. То есть у них это такой, как скаутский, полускаутский такой курс проходили. Там помимо... Помимо того, что там они учились каким-то навыкам, да, был еще курс похода. Ну, как бы люди по окончании учебы, да. Бойскауты это все равно, что наше спортивное ориентирование, они да, ходят в лес, да, ну, как бы изучали природу, ориентирование. И компас, и все такое, карты. Костер разжечь, минимальную палатку поставить, собраться. Обязательно, да, какие там требования. Полоса препятствий. Да. Ну, похожие наши, да, у нас все тоже было такое. Вот. Ну и я вот этот курс прошел.
Потом уже вернулся, ну, в Якутию, получается, поступил на ФИА, вот. И во время учебы... Почему, сразу перебивая, почему ФИА? Ну, тогда я знал английский язык. Ага. Это, как бы, это было такой Основой. основой, да, Так. всего. Потом, ну, честно говоря, первый раз я пробовал при поступлении, я провалил русский язык, потому что, грубо говоря, не знал. По-русски? Да, по-русски. Да-да-да. Ну, как бы, я думал по-английски, потом все это в голове Да. переводилось. Мне тоже Пытался очень перевести. сложно было учить английский, потому что якутско-английского словаря как нету. Русский, знаешь, не совсем алло. Да. Надо с якутского на русский, с русского на английский. И вот 3 языка, пока Да, да, по-английски все надумаешь сказать. А в твоем случае, наоборот, быстрее, скорее всего, произошло, раз уж ты Вот. быстрее заговорил по-английски. Да? Поэтому на ФИА, грубо говоря, там было только собеседование на английском, ну и там сочинение. Не то чтобы даже сочинение, а как это называется? Изложение. Изложение, да. Да-да-да. То есть, в принципе, у меня память была нормальная, скажем так. Я как Почему что, говоришь «была»? Хорошо. после ковида, может, и стало похуже. Может быть, похоже. Так. Да. Ага. Вот. Ну и мне показалось, как бы это легче всего. Ну и тем более, все равно с языком все это было связано. Вот. Так что я поступил на ФИА. И будучи там, резко поступило предложение сопроводить иностранных журналистов. Так. Там была одна девушка из Канады, вторая А тогда из при Великобритании. нем же было это, внешних, что-то там было, такой при ФИА был отдел. Нет, это они приехали, получается, по линии туркомпании одной из наших местных. Да, Ну, она МВС, наверное, нет? Нет, это была это туркомпания. Частная компания. Частная Так, компания. Вот. У них была задача описать путь Кейт Марсден. Помните, наверное, такую, да? Сестра милосердия, там в начале, по-моему, 20 века, что ли, приехала в Вилюйской группе улусов, там лепра, как бы, все это такое, и она, ну, пыталась, как бы, вылечить наших вот этих оранг и топтал еще там по этому поводу произведения такое есть. Вот, они пытались, как бы, воспроизвести ее путь, получается, такой. Так. Да? Вот. А дело было весной, и надо было пройти ее путь на лыжах по глубокому снегу. Ага. То есть требовался человек, который ну, владел Обладал английским. физической подготовкой. Да, я на ФИА еще как бы учился, когда мы и бегали. То есть это должен быть как кроссы. минимум мальчик. Да. Да, потому что девочка... И они были женщины, и мы должны были, как бы, палатка у них, так мы все палатки вместе спали втроем, как бы, ну, на снегу просто, вот, да. Поэтому, ну, вообще, как бы, нужен был такой человек, который умеет на лыжах. Довольно жесткий Упертый. характером, который, Ну, как бы, не как бы, каждый да. отважится Да. на снегу спать-то. Поэтому, ну, вот так вот вышло. Ага. То есть, как бы, судьба сама себя направила, получается. Да. Вот. И как бы с тех пор я уже в туризме. Потом я работал еще с Германом Арбугаевым. Так. Вот. Который здесь тоже был, кстати, на нашей передаче. Мы дружим с Германом. Вот. Герману Тоже привет, если видит. ходил на всякие. Все, теперь вот эти овощи надо добавить воды немножко, и чтобы они просто потушились. Потушились, да? Хорошо, я буду наливать, а ты мне скажи стоп, сколько надо. Добавить. Все, хорошо. Хватит. Ага, хорошо. Так. Ну вот пока овощи у нас тушатся. А можно тогда уже и огонь чуть-чуть Да. добавить, а потом уже закипятиться, сбавить. Так, теперь, наверное, пока у нас вот овощи тушатся, специи мы все добавим чуть попозже, когда они готовы конце, будут. да, правильно. более-менее. Вот. Приступим, наверное, к готовке рыбы. Ну, как я уже говорил, это немножко такой необычный способ. Меня вот научил этому мой хороший товарищ, ну, ныне покойный, конечно, Геннадий Слепцов с села Сосы Момского района. Вот. Ну, И рыба, ты говорил, это момская же, рыба момская, да. Спасибо Игорю, кстати, привет тебе, что вот привез мне как раз-таки Подогнал. рыбку. Вот. По мне, это самая вкусная рыба на жареху.
если она свежая? Ну, вот в том-то и дело, что как бы основном же что делает, когда по ходе, что ты берешь, там поймал, пожарил, либо там на палочку вот на вертеле, да, Да, ну да, как да, бы быстро, там быстро на такое. костре. Да. А тут был такой случай, когда у нас был турист иностранный, он не любил так жареное и так далее. Вот, надо было что-то для него придумать такое. ППшные, как Ну, сейчас говорят. Да, ППшные. ППшные, Да. да. Вот. И поэтому вот мой товарищ как бы приготовил рыбу на пару. Вот. Что для этого? Ну, там же нету как бы пароварки, да? У нас просто обычные котелки бывают. В основном даже люди с ведром обычно просто вот ходят. Какой тут пароварка может быть? Вот. Поэтому он взял сейчас вот ветки, допустим, да? Так. Это все получится. Смотрите, я, наверное, сначала ложится приправа Так. на дно. Лаврушечка. Лаврушечка, да. Сейчас можем еще чесночок один. Ну, вот так вот. Так, размельчили. Размельчили, все. Потом ложим вот зелень немножко. Смесь зелени, да, я смотрю. Там всякий укроп, петрушечка, такое. Потом сверху ложим уже ветки. Можно взять абсолютно любые. Да. Это просто как бы... Ну, я смотрю, у тебя это сосна, я так полагаю, да? Это сосна. Ну, вряд ли пихта. Нет. Потом сверху укладываем уже наши... Тальник. Это тальник, да. Тальник, да, я вижу. Ага. Вот. Просто она- Ну и получается Да, что-то типа получается в виде как бы, монтоварки. Да, Такой- решеточки или там как угодно. Все вот так вот сложится. Вот. Раскладывается такой поддон, подстил, да? Да, как подушечка для Да. рыбы получается. Можно подогнать по размеру, где что. Ну, чтобы рыба ровно легла. Ну, максимально, да? Ровно легла. Хитро. Вот. Ну это все как бы этот, как бы, как сказать-то, голь на выдумке хитра. Ну, да, при неимении, как говорится, да. Вот. И можно уже Небольшая изобретательность и, как говорится, миска превращается в миска. превращается в миска. Монтоварку. Да, можно сказать и монтоварка. А вот эти вот всякие тальники, там, можно вот, говорю, и Да, вот они же свой аромат да, дадут. аромат Ну, дадут, практически получится немножко так, чуть-чуть Такой. подкопчение даже чуть-чуть, да? Может быть? таежный. Ага. Такой аромат будет. А в купе с пряными. А я-то думал, Соусами. ты принес все это для антуража некого. Нет. Так, Хорошо. все. Теперь важно, смотрите, сначала ложим рыбу. Ну, я обычно вот так вот большими кусками. Располовинить. Голову отрезаешь, оставляешь? Нет, голову так оставляю, это же самая вкусная часть. Да. Кстати, северный, я тоже первые приезды на север, передо мной все время головы клали. Я думал, какого черта, почему у меня это... Оказывается, самое же вкусное именно Это голова. самое вкусное, да. Потом укладываем рыбу поверх вот этой Я вот бы сказал, по их мнению, самое вкусное. подушечки. Так. И следующую. И вот так, да. Ну, нам очень сложно это будет показать, но мы вот так постараемся показать. Смотрите, друзья, что у нас получилось. Видно? Да, и чуть-чуть у нас рыбка перевернулась. Да, Перекосилась. Ну, можно да, подправить, вот ничего страшного. обратно переправим. Нормально? Нормально. Так, теперь добавляем сюда воду. Водички, да, конечно. Да, чтобы образовался такой Пар, да? ванна для... И вот с краю мы добавляем воду. Добавить, не бойтесь. Вот, то есть специи, они вот, которые снизу, они сварятся и будут как бы давать такой аромат, запах. Давать пар. Вот, пар. Вот до рыбы, чтобы чуть-чуть не доходило, да? Да, ну, Хватит? Хватит. Если что, по мере можно будет еще добавить. Испарение еще добавить Испарение будем. Ну, до все, мы готовности. всю воду добавили. Все. Теперь смотрите, важно теперь добавить уже вот непосредственно для рыбы. Для рыбы, да, чтобы ну, рыба тоже впиталась. Потому что если добавить, допустим, соль в первую очередь перед водой, да, иногда можно просто ее промыть. А Да, тогда она рыба растворится, просто да. будет Правильно. не соленая. Все, соли не жалеем, потому что она все равно паром будет стекать, а то, что надо, рыба сама возьмет. Так. Все, теперь можно включить эту и плотненько закрыть и забыть на минут на 12-15. Да. Ну, мы пока сейчас закроем, на максимальную поставил, Да. закипит,
Мы огонь сбавим, да? И сейчас у нас тогда получается пока просто... Ну, пока, да, у нас овощи. Ожидаем. Ожидаем. Рыба у нас уже, можно считать, про нее забыть, вот минут на 15-12, да? Вот, и пока Тем будем... более харис очень нежная рыба. Да. Она же очень быстрая. Да, самая вкусная, наверное, один из таких. Ну, на жареху для меня, да. Вот, ну, получается, после того, как я вот сходил с этими журналистами, у меня появился интерес к туризму, тем более тогда пошла такая волна туристов, иностранцев, да, поэтому как-то я уже переквалифицировался на переводчика, потом на гида, вот, начал там ездить с иностранцами в Аймекон, как бы... Ну, то есть вот. непосредственно все время практика была, потому что одно дело, ты вроде как знаешь язык, с местными общаешься по-английски, ты понимаешь, а носителями языка все-таки могут быть возникнуть сложности. Да. Хоть бы какой не был бы ты выпускник ФИА. Даже? Да. Ага. Вот. Ну и вот сначала начали там просто переводческая деятельность, а потом уже сначала, да, ну как чисто приехал турист, с ним поехали в Аймекон, я как переводчик, ну и соответственно там координатор, вот с местными, вот как вы говорите, там в гостиницу устроиться, что-то где-то показать, экскурсию сводить, вот. А потом уже появилась такая цель, что надо расширяться. То есть уже показывать понял, не только там как бы, там... да, по дороге ездить в деревню показывать, да? Да. Люди готовы платить рублем, да, а может и долларами. Да, евро. и пошли как бы просто после обычных экскурсионных туристов пошли уже, ну, скажем так, экстремалы, там спортсмены. То есть у них уже другая цель была там. Собственные маршруты, невиданные места, Конечно, нехоженные тропы, конечно, да. граничащие иногда с риском не только для здоровья, но и жизни, возможно. Да. Так. Вот. Ну и я сам родился в МОМе, вот. Ну и мои знакомые, все как бы, да, очень хорошие там. Ну вот говорят, ну а что, почему бы нельзя развить туризм в МОМе? Ну я, соответственно, там придумал маршрут. Вот, как говорится, все хорошее, давно забыто старое, то есть откопал советские маршруты, которые ходили по МОМе, да, вот, и немножко изменил именно для иностранцев, для российских вот туристов, да, вот, и вот как бы так и вникся именно вот в спортивный туризм. Какой год это был? Ой, это, наверное... И 2008-2009. Вот. 8-й. Ну, то есть компании уже 15 лет. Нет, я еще тогда работал в другой фирме. Вот. То есть набирался опыта, смотрел. Ну, конечно, да. Вот. А потом в 2012 году я уже создал свою компанию. Нордстрим. И вот с тех пор как бы мы ходим вот, по Якутии, сопровождаем группы, вот, сплавы организовываем, помогаем иностранным. Там, то есть это получается некие сезонные предложения? Почему сезонно? Ну, как бы... Ну, допустим, сплав летом. Да, сплав летом, там горы тоже время. летом. Но бывают и те, которые, допустим, хотят проехаться по Колымской трассе, да? Это уже отдельно как бы категория народу. Они, ну, как экскурсионно, но они могут и весной, и осенью. Ну, когда есть дорога, она когда зимний, да. Зимний период. Все равно же зимний тоже. Поэтому я и говорю, сезонный. Потому что, ну, в МОМе я не был, но в очень многих туристических местах, которые есть, я уже много тоже где побывал, где проходил, знаю, что у нас самое главное, одна из самых главных проблем – логистика и удобство. Да. Согласись. Согласен, абсолютно. Можно ложечку, да? добавить. Вот. Сейчас добавляем немножко сметанки. Сюда? Сюда. Так. Вот. То есть получится некий сметанный сливочный соус, да? Да. И добавим уже... Не слабо так добавил. Ну, как говорится, кашу маслом не испортишь, да? Вот, пусть самая лучшая еда, когда мы ходим, это жирная еда. То есть человек тратит очень побольше много. калорий. Да, человек, когда ходит, он тратит очень много энергии. Вот. Если он плохо кушает, он, соответственно, ну, не дойдет, скажем так, до цели. У него есть шанс не вернуться, я бы сказал. Тем более мы ходим и по 20 дней, там, по 15 дней с рюкзаками. То есть все тащим свое с собой.
Вот, поэтому, ну, тут важно хорошо питаться. Очень важно. Да. И много. И много. И сытно, и Сытно, калорийно. да. Чтобы Да. не говорили про правильное питание, про все прочее, это пусть для рассказы для тех людей, которые сидят в квартирах. Да, Да, и ну да, ходят в если, спортзалы. допустим, ты живешь в комфортной среде, в принципе, можно особо и не париться, да, поэтому, наверное, фитоняшки, вот. Пусть они Пусть, парятся да. и худеют к купальному Вот, сезону. теперь добавляем сюда самый главный ингредиент, это у нас карри. Это карри. Это карри, Так, так. Теперь добавляем, паприка. нет, это у нас красный перец. А, красный Индусы перец. любят красный перец. Красный перец, он, помимо того, что он просто как бы острая, да, она еще и, как сказать, антибактериальный, микробный, как бы свойства. Да, 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 да. Вот, поэтому я люблю острую еду, как бы там другие к нему не относились, Но если желудок выдерживает, считается, что очень полезно. да, Да, особенно для мужчин. да, да, да. Вот, сейчас она немножко, можно еще добавить воды, если у нас там осталось маленечко. Чуть-чуть осталось, давай. Давай. Дольем. Дольем, и пусть он дойдет, и под конец мы просто его подсолим. Так, уже я к концу. гляну на это. Вот, Вот тут уже пар у можно нас сокращать. идет. Да. Кипит себе на пару. Вот. И Ну и пока варится, ждем. ждем. Вопрос обычный, который задает мой постоянный соведущий, которого сейчас нету, Семен. Что для тебя какое самое блюдо, которое ты готов каждый день кушать? Что вообще любишь кушать? Какой рацион? Мясо. 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 Ну, как для любого якута, наверное, мясо. Мы без этого никак. Да, вот я вот буквально этим летом сходил с приезжими ребятами, мы ходили на маршрут. Вот, у нас вот было восхождение на гору Мусхая, это вот вторая по величине. И сразу после Мусхаи мы пошли на Я там был. Берил. Ага, Это Берил, это вот самая высокая Рядом точка Хабаровского края, рядышком, ну, на Рядышком. границе Якутии. Да, я знаю. Ага. Вот. Вот у них как бы немножко другой расклад именно по питанию. То есть они больше такие, ну, без мяса ходят. Мы, допустим, ходим, не знаю, у нас тушенка это святое. И они как бы тушенку вообще не берут. То есть у них там больше такие сублиматы, всякие сушеные вещи, да. Вот. И Ну, то есть они, получается, сокращают вес того, что они тащат. да. Ну и Так. как бы все равно же перед каждым выходом с группой советуются, вот, у кого какие предпочтения, да. Предпочтения, да, А да. там у нас люди в основном вот Приморье, Дальний Восток были, они как-то больше привыкли, наверное, к рыбе, вот, морской. То есть мяса у них как такого не было особо. Был кусочек там сушеного мяса, но он только порошокообразный, такой бутылочек, просто чисто для вкуса. Вот. После этого похода я лично потерял 7 килограммов. Это за 2,5 недели активной части. Вот отсюда. Ну, ты это сейчас я еще прибавил немножко. Это ты сейчас в нормальном весе, да? Да. Это я еще пару килограммов прибавил вот с осени. Это же страшный так? стресс для Ну организма. да, мы ходили как бы с рюкзаками, полная выкладка называется это у нас. Вот. Ты, по-моему, рассказывал, вы прямо с трассы пошли. Мы пошли, нет, это был первый раз, когда я поднимал другую группу, это у нас 6 девчонок наших местных, вот. Я их поднимал на Мусхаю, да, мы всемиром пошли прямо с трассы до Мусхаи, полная выкладка рюкзаков. Да, вообще Вот, не и мы слабо. там, Вообще сразу респект. Друга телезрители, может, не понимают, да, но это да. вообще страшный респект. Это, конечно, сложно, вот Очень каждый сложно. день идти там в дождь, снег, тем более мы вроде бы, допустим, был у нас такой день, мы сегодня уснули, с утра просыпаемся, там снег. Ну, столько может выпасть за ночь, да. И все, мы даже Или вот дник там заходили в лужи, грели наши ноги в лужи, потому что на улице ходить в этих сапогах, мы же в болотниках все идем, болот. Ужас. Как я еще, ну так думаю, как вот девчонки выдержали все это. Ну, И выдержали. люди вот, да, ради достижения своих целей вот готовы даже Готовы на многое. на многое, да.
Хорошо. Ты начинал свою вот деятельность, да, предпринимательскую, можно сказать, раз ты уже компанию создал. Что было самым сложным на первом этапе? Ну, наверное, самое сложное, все-таки у нас вот именно по туризму, если смотреть, да, у нас логистика сложная. Да. Вот. Допустим, если сравнить с тем же Алтаем, вот у меня другие, вот, с других регионов туристы приезжают, говорят, вот где-нибудь там по Якутии сходили, в горах, там, в тайге, говорят, о, вот это похоже на Алтай, о, вот это точно такой же есть на Алтае. Но у нас из-за того, что логистика сложная, как бы, да, это все накладывается на себестоимость тура. Вот, получается, все, что можно увидеть на Алтае, есть у нас, но у нас из-за дороговизны как бы народу меньше, Ну да. скажем так. Но с другой стороны, у нас главная фишка полюс холода. Ну, полюс холода, да, как бы, это одна из, я бы сказал, фишек. Фишек, да. Фишек. Ну, Потому что да. помимо полюса холода у нас и, скажем, и Ленские столбы. Нет, я имею в виду, есть. что нигде такого нету, что именно полюс холода. Да, конечно, Да. безусловно, как бы полюс холода это наша вот именно Якутск, можно чуть-чуть добавить. Ага. Фишка, да. Ну, я наверняка знаю, что ты сейчас контактируешь с агентством развития туризма, да? Да, которые, вот, например, определили приоритетные направления. Ну, вот полюс холода, Ленские столбы, да, ну, как два самых главных направления. Нам повезло, конечно, да, в Якутии, что у нас природа вообще, ну, по большому счету, во многих местах. Она нетронутая, она у нас красивейшая, такие места. И, как говорится, бери да води всех куда угодно. Как вы находите клиентов? Ну, сейчас это в основном социальные сети. Ну, естественно, немаловажно иметь еще как бы веб-сайт. Собственно, сайт, да. Да, собственный сайт. А так, конечно, в основном сейчас вот социальные сети, они как бы очень большую такую роль играют. Как И бы. наверняка Ну и сарафанное радио Да, тоже наверняка очень хорошо. торбозное радио, те, которые туристы, которые Конечно, один раз конечно. ходили, говорят, а там, ты Да. что, Якутия, там есть Слава, вообще вот такой чувак. Может, это. Кстати, очень многие так и приезжают. Вот, Да. бывает. Ну и один раз приехал человек сюда, да, он как бы тратится очень много времени. Он там съездил, увидел только один, вот Мумский район, скажем так. Еще же ему хочется увидеть и полюс холода, и Ленские А столбы. многие не понимают, да, потому что они приезжают, говорят, А времени-то нет. как Ленские столбы так далеко находятся? Да. Я думал, из Якутска, вот тут рядом. А некоторые не понимают, что у нас понимают, огромные да. территории, да. Есть такие даже люди, вот звонят, говорят, мы хотим приехать там, скажем, На неделю. в начале ноября, вот, дайте нам машину. Я говорю, ну извините, ребята, у нас, говорю, переправы нету, закрыто. Они, никак. как закрыто, говорит? Ну откройте. Они, ну, не знают Вообще не наших понимают, реалий, да, да. реалии не понимают многие. Поэтому, допустим, чтобы доехать до той же Хандыги, да, нам целых 7-8 часов это по дороге едем. Да? Да. А когда уж, И допустим, в лучшем случае, в если в Татте Англию дорога, можно если в вот так. дороге в Татте там Да. не подкачает. Да-да-да. В Чурчинском А, допустим, Улусе, хотя вроде как федералка. Другие страны, допустим, маленькие, европейские, их можно вон за один день там начать оттуда, приехать до сюда. Всю Европу за день можно практически, полтора Ну, дня. Европу насчет не знаю, но, Ну. допустим, страны чуть как ли не. Бельгия, там можно. Ну да. Несколько стран можно вот так вот Да. на машине проехать, Вот, сказать, я поэтому всю как Европу бы видел. доехать до Ленских столбов обратно это вот один день Минимум. минимум. Минимум, да. Светодень, потому что у нас же и темнеет быстро. Да. То есть у нас многие туристы не понимают местных реалий, то есть природных этих катаклизмов. А Вот. что все-таки, вот с опыта глядя, да, что привлекает туристов в большую степень? Ну, Что как хотят? бы Потому что вы наверняка же ориентируетесь на то, что, ну, что человек хочет. И туры наверняка делаете, исходя из пожеланий. вот. Да. Ну, как бы каждый человек, он же этот, ну, скажем так, у него свои цели, он преследует там определенную цель. Допустим, я захотел ну, увидеть полюс холода, да? Вот, поехал, увидел полюс холода. Сфотографировался на минус 70, Сфотографировался, да, там всё. искупался вот, на в теплом проруби. ключе. Да. Так. Вот. А есть люди, которые ну, хотят увидеть северное сияние, допустим. Можно и так сказать. Тоже тяжелая Есть люди, задача. у меня был даже клиент из Японии приехал, он чисто хотел увидеть Лену. Просто. Просто пришел, мы с ним съездили на берег Речпорт? Лены. Вот, Всё? не речпорт, а ну, чуть-чуть по
поживописнее, Табагинский мыс. Хорошо. Вот он снял там обувь, походил по этой водичке, по берегу. Все, говорит, полчаса там просидел на песочке. Говорит, все, моя, говорит, это, ну, желание сбылось, говорит. Слава богу, если все клиенты обратно. будут такие, да? Ну, есть да. и такие. Есть вообще как бы целое такое общество путешествующих. Я не знаю, по-моему, он основан в Америке где-то. Вот, у них там, как бы сказать-то, допустим, за определенное посещение какой-то страны дается баллы. По труднодоступности они там имеют свою градацию. Вот, столица мира, столица, допустим, Россия, Москва, да, туда очень много рейсов, там, ну, скажем, условно, 50 баллов стоит. Доехать до Якутска, там, условно, 120 баллов. И они вот, кто больше посетит мест, да, они соревнуются, у них целый там список идет такой. И были люди, приезжали. Чисто это, это такой спортивная гонка. Сфотографировались вот на стеле, же есть Якутск, который возле, ну, по дороге в порт. Да, по дороге в порт. Все. И на следующий же рейс обратно. Зато у них вот этот сколько-то баллов уже есть. Вот то есть они своего рода какое-то внутреннее состязание своего сообщества, получается. Да. Вот такое вот даже сообщество есть. Ну, есть очень много, скажем так. Каждый как бы имеет свою цель, что-то преследует. Вот. Ну и Якутия пока остается таким белым пятном еще. Вот. Ну да, потому что мира. Вспомнить, когда вот в то время, когда ты только-только прикоснулся, 90-е годы, развал страны, страна по-новому начинает дышать, начинаются внешние отношения и все прочее. Многие просто... Да, это уже почти сварилось. Да, тупо боялись Россию, тем более Якутию. Ну, говорили, ну, блин, вы что там поедете, вас там сразу зарежут. Если, хорошо, просто если деньги отберут и технику всю дорогостоящую. Ну да, вроде я слышал что-то такое. У нас был случай, когда в Аймиконе, по-моему, туристы застряли, что ли, и чуть ли не обвинили местного проводника в том, что он их там заложники держит. Слава богу, все там обошлось, как бы просто, ну, люди друг друга не поняли. Ну, был же случай с Эваном Макгрегором, что-то у него там какая-то часть где-то. Где-то что-то тоже было. Так, вот касаемо тебя, у тебя тоже же были звездные гости? Да, я знаю, ты водил Тома Харди. Я водил Тома Харди. Так. Вот, как голливудский это случилось? Ну, у меня есть в Англии хорошие мои друзья. Вот, они занимаются именно автоэкспедициями. То есть в свое время они на машине переплывали Берингов пролив, вот этот вот с Чукотки туда, в сторону. Ну, там специальные баллоны одевали. Вот. И как бы компания Shell, которая производит моторные масла, она захотела создать себе рекламу моторного масла. Именно вот в условиях там самых экстремальных, да? Да. Вот что мы не только Формула-1, мы еще и там можем, типа, мы крутые, типа. Ну и показать. У них как бы в качестве вот ведущих были такие приглашены звездные там актеры, там спортсмены. И к нам приезжал вот именно Том Харди и Мика Сала, финский этот гонщик Формулы-1, бывший тоже там чемпион, туда-сюда. Вот, и они на пару вот ездили отсюда до Аймикона. Они специально привезли с собой машину, вот, там обклеенная всеми вот этими вот этикетками масла, вот это. Да, то есть, спонсорскими контрактами мощными. Вот, и мы вот, я их вот сопровождаю. Наверное, да? Ну, там как бы не охрана, но был человек, который проверял. Так криво поглядывал. Все, скажем так. От еды был у нас еще случай, как бы, где Том Харди, эпизод, где Том Харди должен был, ну, типа Хапсагая с нашими чурапчинскими ребятами, борцами. С нашими маджины. Да. Вот. И его, конечно же, побороли. Первым боролся вот этот человек, который отвечал за безопасность. Ах ты, ничего себе. То есть сначала он поборолся, а потом уже Том Харди борется с этим же человеком. Ну, там уже обговаривается, ты так за ноги слишком сильно не дергай. Да. Руку, пожалуйста, сразу не ломай. Да, ну типа такого. Ну, конечно, да, тут человека повредишь, и все на смарку. Потому что же наверняка они это все снимали на видео, правильно? Какой-то фильм, да, потом создался. Сейчас я попробую нести у нас картошку. По готовности? Да, можно. Да, можно вилкой, держи. Давай сейчас. Все, почти готово.
Чуть-чуть осталось, да? Чуть-чуть. Вот. Так что, ну, были такие случаи тоже. Слушай, ну вот за ты своих лет, что ты отметишь в развитии своей компании? Чем ты гордишься? Ну, я горжусь тем, что, наверное, наша компания была одной из первых, кто именно начал продвигать спортивный туризм по Якутии. То есть я горжусь тем, что мы начали, допустим, были одним из тех, кто начал вводить группы на зимние ленские столбы. То есть до этого такого тура, как зимние ленские столбы, не было. Вот. А потом вот эти пещеры, гроты, речки Катамя, да, тоже как бы никто не знал, и мы вот первые начали все это делать. Вот. Ну вот есть такие вот уникальные, такие, скажем так, авторские туры, когда-то были созданы, они сейчас как бы привлекают народ, ходят. А сколько вообще у вас маршрутов есть? Ой, я не считал. Ну, в примерно. принципе, ну, стандартных рабочих, наверное, И сколько компаний народу работает? Ну, то есть это проводники, инструктора? ну, там зависит от, как бы сказать, в основном есть у меня помощники, ребята, вот, если, ну, такие простые туры, да, сплавы вокруг города, там, ну, недалеко. Ну, потому что же ботом, ты не на все туры, все поездки сам ездишь самостоятельно, В да? основном я сам езжу. В основном В сам, основном да? сам Ага. езжу, да. Вот по северам, допустим, да, вот Ну, сложные, Магадам, конечно, это как бы я сам езжу. Вот. А близлежащий где-то маршрут, ну, конечно, привлекаю народ. Вот. Ну, у нас просто лето короткое, и Ну да, надо успевать, надо успевать, да, и как бы все там, грубо говоря, 5-6 туров за лето сделаешь, все уже, белые мухи пошли. Вот. Ну и надо же все равно как-то тоже здесь семье что-то там время уделить, да. Ну, Вот, наверное, они да. уже там Если все время дома папы нет, сначала это будет хорошего. ругались, а потом уже думают, ай, ладно, там, лето пришло, вон скоро там, начиная с мая, все, он ушел, до свидос, до сентября там конца. Вот, как-то так. Приезжаешь, конечно, ну и отдохнуть же все равно надо. Хорошо, тогда про работу поговорили. Обычно у меня гости бывают, когда вопрос задается о отдыхе, они говорят, да, я люблю отдыхать на природе, сплавиться, с семьей тоже время люблю. провести. В твоем случае как отдых проходит? В моем случае тоже природа. Тоже так же? Да, тоже природа. То есть ты сходил на природу, а потом опять идешь на природу, Да, и ну там же и отдыхаешь. Сначала работаешь, а потом помимо, отдыхаешь? можно вот это выключить, это Выключить, уже, наверное, да? ага, все уже, наверное, сварилось. Вот. Ну, как бы на природе, да, одно дело, вот когда я вожу туристов, да, это для меня все равно работа. Ответственность. То есть ответственность, работа, там, безопасность каждого, не дай бог, там, кто-то что-то, руку, ногу там поломает, не дай бог. Тю-тю-тю. Ну Вот. да, Поэтому это- ты всегда Не как без бы этого, это может произойти. это может. Да. Вот. Причем по неосторожности самого туриста. А если, допустим, ты сам где-то на природе отдыхаешь, это да. То есть ты уже, грубо говоря, балдеешь от всего. Ага. Там, никто тебя не, с утра там кашу не просит, скажем так. Да. Да, Вот. никого Не кормить 7 утра спрашивает, не докуда надо. мы сегодня идем, Да. там, сколько нам еще осталось. Не стоит задача идти. именно сегодня Да, 10 дойти до километров до определенного. куда-то Нет, дойти. я люблю как бы и охоту, и рыбалку, вот, и сам по лесу просто частенько хожу. Вот. Так что, ну, уже там сам по себе ходишь, смотря для себя, что ты хочешь, где ты хочешь пойти. Вот. А в походах это уже эти, ну, работа. Все, Все, это все, да, можно у нас вот это тоже выключить. все. Давай потихоньку сервировать. Нам уже подсказывают, что наше время истекает. Так, Вот, держи одно блюдце, вот второе. Так. Это уже можно Это можно открыть. открывать. Уа, горячо, 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 горячо. так, ну, давайте. Можем сначала. О, как я люблю говорить, чоканас. Чоканас бобут. Потихоньку все плетем, но мы сейчас самая главная наша задача и ответственность попробовать, что же все-таки. Рыбка она свежая, хариус, хоть в любом виде. Да, очень сложно испортить. Да. Как бы это нескромно это не звучало. Так, Не в держи. обиду тебе. Как бы, вот, можно вот штучку. Вот это, да? Не-не, вот, А, вот. вот это рыбка достать, все правильно. Я Так. с вилкой ношусь.
Ой, гляньте, что за у нас реально чок нас тут. А еще? Конечно, ну как же Ну так? все, вторую часть. Такую часть. Да. Так, И давай. себе. И себе положу тоже. Опять. Ну Всё. что, Ну, самая лучшая часть передачи наступила. Приятного аппетита, Слава. Спасибо. Давай попробуем, что получилось. Обязательно рыбки. вот, как бы тут сочетание получается вот на пару. Рыбка Друзья, и ну да, действительно, рыба наша северная, лучшей рыбы в мире нету. Что бы там ни говорили про тихоокеанскую палтуса, всевозможных марлинов, нет. Лучшей рыбы якутской нету. Слава, мы можем так до конца стоять и кушать. Мой ВВ. Спасибо тебе большое за интересную беседу. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру. Пожелания для наших телезрителей. Ну, я бы посоветовал больше путешествовать. И начать, наверное, с нашей Якутии сначала. Потому что, конечно, Таиланд хорошо, но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Дома лучше. Да. Вот. У нас тоже очень такие прекрасные места, вот, помимо даже вот тех же упомянутых Ленских столбов, там, Аймикона, да. Вот. Можно вот просто даже вокруг города походить, вот, чаще ходите, чаще путешествуйте, бывайте на воздухе, и будет здоровье. И как бы, ну, будет все, скажем так. Да. А еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Вячеслав Местников, инструктор-проводник, один из основоположников спортивного туризма Якутии. Слава, еще раз спасибо тебе большое. Спасибо. А я Петр Цыпандин. На этом нашу передачу мы заканчиваем. Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы всегда, просто вкусно.